Ну что же, все готово для того, чтобы мы начали смотреть с вами футбол. Хлопушки, дети еще не убежали, все молодцы. Давайте мы пробежимся с вами по стартовым составам. В воротах гостей Орестис Карнезис. В трех защитников играет команда Луиджи Ди Каньо. Фелипе слева в обороне, в центре обороны Данило Ларенжера. Справа Молла Вагё. Красивая фотография на память. Да, ритуальный обмен. Икарди, лучший бомбардир команды. И пятый номер команды гостей. Как раз таки Данило Ларенжеро. Обменялись памятными вымпелами. У Мауро Икарди 15 голов. Мы об этом еще обязательно поговорим. Решил он что-то выпить красивое. Это хороший кадр, здорово. Режиссер трансляции сработал. Показал нам секреты мастерства. 5 полузащитников. Да, вот Луиджи Ди Каньо. Недавно назначены 5 игр. 2 победы, 2 ничьих, 1 поражение. В центре поля у Удинезе играет Роберто Манчини. 34 игры, 18 побед, 7 ничьих. И сейчас я вам скажу, сколько поражений. 9 поражений, да. 4-е место Интер. 61 очко. И есть, в общем, неплохая перспектива забраться на пьедестал Лига Чемпионский, потому что у Ромы 68. Можно побороться, можно подышать в последних турах. Удинезе, знаете, немножечко пермская судьба. 14 место. 37 очков. Вру, 38. Вряд ли вылетит, вряд ли куда-то попадут. Поехали. С составом будем разбираться по ходу. Жофрей Кандогбе у Интера, передача налево. В общем, 5 полузащитников из Удины. Здравко Кузманович, 22 номер. Рядом с ним играют Эммануэль Агьеманг Баду, 7. И Бруно Фернандеш, 8 номер. По флангам у Удинезе Андраде Эденилсон и Сильван Видмер. Ну и 2 нападающих, Сириль Терро и Дуван Сапата. Правым флангом продирался Марсело Брозович, 77 номер Интера. Они на правом фланге у Нерадзурри. В общем, понятно, если мы углубляемся в эту итальянскую лингвистическую колористику, то у нас сегодня Нерадзурри против Бьянконери. Бьянконери номер 2, не Ювентус, а именно Удинезе. Недоволен сейчас Фелипе на глазах Эрика Тахира, нового владельца Интера. Ну, уже не совсем нового. Недоволен был этим решением арбитра. И, по-моему, первую угловую в сегодняшнем матче зарабатывают Нерадзурри. Википедия утверждает, что Интер называют змеи. И если переезжать в пространство фауны, то у нас змеи против зебр. Ни разу не слышал, кроме как в Википедии, что это змеи. Первый угловой не доходит на подборе от земли. Ха-ха. Нет. Ага, нет. Орестис Карнезис на месте, спокойно, в районе пупка забирает мяч, который задробил. Был там положение вне игры. Наверняка вы не засчитали гол, как это было сегодня во встрече Тулуза-Леон. Мешали Карнезису в этом эпизоде. Самир Ханданович, футболист, который на моей памяти так всю сознательную жизнь играл неплохо, кстати. Догонит Фернандеш. Да, догнал, отыгрался. Навес на дальнюю. Удар по воротам. Нет. Нет. И первый угловой у ворот Хандановича. Быстро. Быстро мячи пересекли лицевые линии. Положения вне игры здесь нет. Там и здорово Эденилсон подключился вот здесь после заброса к угловому флажку. И как раз таки Сильван Видмер пробивал поворотом. Еще один угловой. Да, здесь Самиру Хандановичу никто не мешал. Он сам, будем называть своими именами вещи, споткнулся. Да.
Самир Ханданович, который, например, все мое детство провел в Удине, защищая ворота «Зебр». Еще когда Лучано Спалетти с Удинеза получал золотую скамейку. Разбег навес на 11. Удар. И Дуван Сапата проскочил мимо мяча после скидки партнера. В обороне у Интера Жуан Жезус, попросту говоря, Ваня, Джейсон Мурилья, Жоао Миранда и Юта Нагатома. Юта Нагатома, вот хороший повтор. Ах ты, да, не было положения вне игры. Икарди, смотрите, задержался. Так, Жофрей Кандокбе переводит на Нагатома, который по трибунном помещении больше всех общался с ребенком, который выводил его на поле. Нагатома аут. Нагатома и будет вводить мяч в игру. Показывает ему, что не спеши, дорогой друг. Вот сейчас. Да, здорово, Нагатома. Пяточка. Пяточка Стевана Йоветича. Пяточка не прошла, но мяч отскочил Жоао Миранда. Перевод налево. Жуан Жезус отыгрался с Жофреем Кандокбе. В общем, Роберто Манчини, главный тренер Нерадзурри, играет голландскую классику 4-3-3. Защитников я вам назвал. В полузащите это Жофрей Кандокбе, Филиппе Мелло и Марсело Брозович. Ну и грандиозная группа атаки. Джонатан Биабиани, Мауро Икарди и Стеван Йоветич. Классика, прям голландская. Действительно, номера выданы по позициям 11, 9, 10. Так. Скидка на Кондогбе. Кондогбе черпаком делает передачу во фланг. Навес Жезуса блокирует, но Филиппе Мелло подбирает мяч. Отыгрался с партнером. Дуван Сапата отрабатывает в обороне. Йоветич, смотрите, как глубоко опустился. Ну, собственно, позицию классической треквартисты, классической десятки. Перевод в зону Нагатома. Закрывает тому фланг Андраде Эденилсон. Ну и в контроле решили поиграть ребята Манчини. Ну, хэштег Forza Inter, понятно, во время каждой игры второй команды из Милана или первой команды из Милана, как считают болельщики Интера, которых много и в России. Я уверен, что сейчас у телевизора белорусский писатель Саша Филипенко считает все тактико-технические действия и ведет содержательный диалог с Роберто Манчини. Жалко, что Роберто Манчини в нем не участвует. Заброс в зону Йоветича не прошла. Ну и спокойно Гиманг Баду забрасывал мяч на Сапату. Сапата смог заработать только аут в этом эпизоде. Нормально, он подсел против Мурильо. И смотрим повтор, на котором почему-то нам решили показать, как Жуан Жезус укращает мяч. Окей, он справился с этой задачей. Доменико Челли, главный арбитр сегодняшнего матча, молод, 73-го года рождения. Как сказал, знаете, молод. На самом деле не очень, неплохо, но положение вне игры. Положение вне игры фиксирует судейская бригада. С 2015 года Доменико Челли работает в серии А. В 2015 году работал матч Кубка Италии Кротоне Тернана. Ну и с тех пор, в общем-то, без перерыва работает на высшем уровне итальянского футбола. Список бомбардиров. Серия А, конечно, сверхоригинальный в этом сезоне. Потому что иду снизу вверх. Йосип Иличич, Фиорентина, габаритный словенец, 13 мячей. Карлос Бакка, по-моему, Эквадор, 15 мячей. Мауро Икарди, капитан Интера в этом матче, 15 мячей. Дибала из Ювентуса 16. И Гонсало Угаин, Наполе 30. Грандиозная, конечно, скорострельность у финалиста чемпионата мира.
Жезус выгоняет мяч на фланге. Ну и, в общем, посмотрим, сможет ли Мауро Икарди выползти на вторую, забронировать себе что-нибудь на второй строчке. Потому что понятно, что с Игуаином ребята из этого списка сравняются только в том случае, если команды соперника будут уходить с поля. Неплохо, удар, гол. Удинезе столь стремительно ворвалась в штрафную Самира Хандановича, что даже режиссер трансляции вместе с оператором ведущей камеры не успели за мячом. Пас Агьеман Габаду за спину защитникам, которые ой, как и выполняли искусственное положение вне игры, ой, как стыдно. И Сириль Терро, врывающийся в зазор между защитниками, в одно касание с лета кладет мяч в левую шесть. Самир Ханданович мог бы здесь даже попрыгать, но мяч летит быстрее того, как реагирует человек, особенно когда удар с 14 метров точно в угол. И Сириль Терро открывает быстрый гол. 9-я минута. Открывает счет сегодняшней встречи. Кто бы мог подумать, уважаемые любители футбола. Ну что же, Джузеппе Меаццо вмещает 80 19 человек. Понятно, что не все они сегодня дошли вечером субботы на матч, открывающий 35-й тур серии А. Все остальные игры у нас с вами завтра, уважаемые любители футбола. И в понедельник. В понедельник отличный матч Рома-Наполи. Заброс в зону Брозовича. Брозович в подкате. И как неудачно наступает Бруно Фернандеш. Тахир такой, конечно, закусил губу. Но мы понимаем прекрасно, уважаемые любители футбола, что впереди 80 минут. Ну и грандиозная игра, которая закрывает, продолжим мы обсуждать расписание серии А. Грандиозная игра, которая закрывает воскресный игровой день, Фиорентина-Ювентус. Та самая Фиорентина, которая предлагала миллион за Душевца. А сегодня Анатолию Федоровичу, которого многие за глаза знают как Светоч, сегодня Анатолию Федоровичу 70 лет, с чем мы его искренне и поздравляем. Красивая татуировка в виде засоса на шее Сириля Терро. Пытался подстроиться под мяч сейчас автор пока единственного забитого мяча в этой встрече. У Индера откровенно ничего не получается. Бруно Фернандеш показал Терро, что будет он ждать передачу в отскок. Уходил он от Миранды с Мурильо, но партнер давал ему в зазор. Ну, как мы понимаем, именно передача в зазор между защитниками в свободную зону стала в настоящий момент голевой. Сириль Терро не молодой мужчина, 83-го года рождения. Вот это тоже интересно, но нет. Здесь Орестис Карнезис не дает Икарди добраться до мяча. Сириль Терро начинал в Орлеане, не в Новом, а в Старом, во Франции. После этого играл в Анже, переехал в Бельгию ненадолго, Шарлеруа, потом Стяуа, потом вернулся в чемпионат Бельгии, Андерлехт Шарлеруа. И в 2010 году перебрался в Италию, играл за Киева. В первом сезоне провел 23 игры, забил 2 гола. И с 2014 года выступает за Удинезе, 39 матчей, 11 мячей. Интер левым флангом. Кондогбия. В центр Брозовичу. Ну да, Юта наготове, и смысл использовать двужильность японца. И то, мне кажется, не используют его именно в этом объеме. Филиппо Мелло, 83-го года рождения, не случайно он играет именно под этим номером. Видите, Сириль Терро могло показаться, что 77-го, но нет, фигушки. Отлично, как раз таки в зону наготово следует передача, но здесь не хватило длины поля.
мы видим, какой единый коллектив у Луиджи Ди Каньо. Как все запасные радовались. Как все запасные радовались голу Сириля Терро. Все это время я пытаюсь посмотреть, какой длины поле на Сан-Сиро дробь Джузеппе Меацца. Ох, как здорово разобрался и с пяткой. И Брозович, и Попереченко, и Йоветич, и подключение. Жезус, навеса нет. Я, кричит по-гречески Корнезис. И, несмотря на этот немножечко нелепый кульбит, забирает таки мяч. И локотком там еще Мола Вагё выписал. 105 метров, 105 на 68. Вот этих 105 метров не хватило Нагатома в эпизоде, который был 4 минуты назад. Но занудство мое второе имя. Разобрались мы с этим эпизодом. Филиппо Мелло. Ох, как ставит корпус и с руками. И все-таки звучит свисток Доменико Челли. Филиппо Мелло с интересом смотрит на главного арбитра сегодняшнего матча с немым вопросом: а с какого перепугу Здравко Кузманович так меня бил по всем частям тела? Это же некрасиво. Отмечают болельщики Интера на многочисленных интернет-форумах, что сегодня на матче в ложе для почетных гостей присутствуют гости из Китая. Возможные потенциальные бизнес-партнеры Эрика Тахира. Нарушение правил здесь. Лоренжера подсел по-капитански под второго капитана. Йоветич опять во фланг. Ну что, кросс. Опа, завязал в узелок. Ох! Под автогол, как интересно. Простреливались фланга, но здесь Филиппе, левый защитник. Левый центральный защитник команды из Удины переводит мяч на второй угловой. Нерадзури у ворот Орестиса Корнезиса. Брозович, разбег на вес, с этого уже все увидели. Подбор. Да, Жуан Жезус. Ну, с левой рабочий перевод сюда. Неплохо. Скидка Кондогбе. Ставит корпус партнер. Кондогбе выходит на ударный удар. Здорово, здорово тащит в правой шестерке Корнезис. Снова Брозович и аут. По-моему, аут, да, без углового. Вот это было интересно. Вот это было здорово. Йоветич, скидка, да, молодец. Ну, собственно, как требуется. Чего ждут от треквартисты? Тахир недоволен. Но за этими повторами и эмоциями Тахира мы проспали этот эпизод. Да, здесь положение вне игры. Ногой можно забить, поэтому Брозович действительно оказался в положении вне игры. Йоветич. Здорово. Здорово сыграл 10-й номер. Опа, и передача. И можно же под удар. И Брозович бьет. Выставленная нога. Филиппе блокирует второй интересный удар в створ Нерадзури. Вот сейчас повтор эмоций Эрика Тахира был бы интересен. Но это уже конец эпизода, когда Сильван Видмер выбил мяч в аут. Филиппо Мелло сам запутался в ногах. И сверхопасная контратака Удинезе. 4-3. В пустую зону катит. Ужасно, ужасно сыграл Здравко Кузманович. Несмотря на количество букв «З» в его имени, фамилии, сыграл он не здорово. Запорол отличный выход. 4-3. Юто Нагатома, пока останавливал мяч, все потерял. Филиппо Мелло налево. Жуан Жезус.
Кандогбе. Вот как хорошо. Явитич. И, знаете, незатейливо прострелил. Марсело Брозович мимо мяча пробежал. И нападающему Удинезе, вы знаете, первый раз за последние 8 минут напомнили, что они тоже есть на поле. Потому что после забитого гола, конечно, парни в черно-белом не давали работы Самиру Хандановичу. Здесь Дуван Сапата решил сыграть на верного. Взять аут. Ну вот, повтор. Все еще не того эпизода. Все еще не того эпизода. Повтор. Неудачный пас. Аут слева. Без нарушения правил, по мнению Доменико Челли, разобрались в этом эпизоде. Интер правым флангом. Икарди хорошо уходит от Кузмановича. Икарди вырезает передачу. Явитич только сейчас, спустя 4 секунды, догоняет мяч. Но атака Интера не закончилась. Интер навес. Трудяга Филиппа который раз выбивает мяч. И здесь Эммануэль Агьемангбаду не в состоянии зацепиться. Аут слева. Жуан Жезус. Назад. Кандогбе. Все зебры за линией мяча. Да, я осознаю, что это предложение звучит достаточно дико. Так. Икарди выходил на ударную позицию. Выходил. Да, не вышел. Ну а здесь забег в скорости. Ох, и надо сказать, что угловой, да, совершенно верно, угловой, третий угловой. Удинезе зарабатывает в этом эпизоде. Здесь бедняга Джейсон Мурилья катился в подкате до конца в борьбе с Дуваном Сапатой, но тем не менее не смог выжить нападающего из Удины. Бруно Фернандеш идет подавать угловой. Вот в этом случае 105 метров длины Джузеппе Меацци хватило. 21-я минутка подобралась к экватору. Пытается завести своих товарищей Мурильо. Разбег, навес, вынос. Явич выбивает мяч. Ну и здесь, конечно, дарит мяч гостям Жонатан Биабиани. Справедливости ради, точно так же футболисты в черно-белом дарят мяч хозяевам. Луиджи Ди Каньо вышел в бровки посмотреть, что за нездоровая канитель случилась в простом эпизоде. Ну и надо признать, конечно, что Биабиани пока футболист, фамилию которого произнес, называя состав. И вот сейчас, после того, как он ошибся, он сместился на правый фланг. Не сказать, чтобы это сильно ему помогло. Жоао Миранда. Все футболисты Удинезе, второго старейшего клуба серии А, на своей половине поля. Удинезе основан в 1896 году. Раньше него была основана только Дженуа из Генуи. Нагатома прострел, знаете, такой незатейливый, рабоче-крестьянский, но интересный прострел, который позволил Интеру сравняться по угловым. Третий. Икарди о чем-то перешучивается с товарищами. Марсело Брозович на точке. Интересная подача. Все пролетели мимо. Жуан Жезус на подборе. Перевод не точно. Ну и достаточно тяжеловатый Дуван Сапата оставляет мяч в игре. Сильван Видмер. Перевод в центр. Эммануэль Агьемангбаду. Ну, Андраде и Денилсон. Опять же, не вынужденная, как говорится в теннисе, ошибка. Нерадзурри. Ох ты с пяточкой, ох ты с каблучком.
Жофрей Кондогбе. Все закрыты, никто не двигается. Доменико Челли тоже не двигается. Вот сейчас подвигается. Вот надоело Кондогбе. Как в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», когда мальчик заснувшую свинью ударил лопатой. Вот Кондогбе посмотрел за происходящим, посмотрел и с 2 метров в пятую точку защитнику Удинезе со всей своей передней мышцы бедра засадил. Во-первых, это больно. Во-вторых, мячу команды гостей. Мола Вагё с хохолком своим возвращает мяч Данила Ларенжера. Снова Вагё в центр. Неплохо. Оп. Очень трогательный Агиманг Баду, понимая, что выпускает мяч, решил упасть. Но нет, Челли на это не купился. Яветич отличный заброс, но не туда пошел. Икарди, не туда. Так, прессинг не включают товарищи из столицы моды. Удинезе неплохо правым флангом. Ай! Красиво хотел Сильван Видмер. В принципе, вот проходи этот пас, и Сапата, и Терро вываливались бы. Передача в свободную зону. Икарди против Вагё. Капитан, обостряющий пас назад. Можно поперечинку. Правильно. Нагатома. Мяч под правой. Будет кросс. Кросс. Удар. Ну, мягко скажем, я думаю, Карнезис все-таки готов к таким вызовам времени. Манчини кричит: ну что ж ты делаешь? Видите, он даже рубашку рукава не застегивает. Ну, удар очень уж простой получился у Биабиани. Пускают здесь мяч за пределы поля футболисты из Удины. Фаворитом несомненным на победу в этом матче является команда Роберто Манчини. 1,46 на победу Интера и 8,50 на победу Удинезе. Охо-хонюшки, хо-хо. Но, повторюсь, играть еще 65 минут. И вот это интересно было бы, если бы бабушка была дедушкой. Да, Икарди бьет мимо ворот. Этот пробор у него выбрит. Настоящий профессиональный футболист. Здесь поехала нога, навес получился дрянь. Вот здесь скидка. Неудобно. Икарди мячик отдробил. Ох ты, что ж он конспектировал-то у себя на предплечье. Там прям 6 строк чего-то важного. Все, по-моему, пин-коды, все паспортные данные. Все выбил себе. Нагатома. Вот Икарди навязал борьбу. И Челли ведется на немножечко театральное падение капитана Удинезе, у которого, видите, есть еще и веселые картинки на предплечьях. Потому что такое ощущение из Жанны Феля. Цикл про сотворение мира. Филиппе, 30-й номер, защитник, левый защитник Удинезе. Как мы узнали, что Икарди дебютировал в серии А в сентябре 2012 года. Вот это называется рабочая инфографика, рабочие титры. До сих пор показывает Икарди, как ему больно. Надо сказать, что Филиппе многократно в последние 5-10 минут приходил вступать в борьбу. Ну и практически везде он выходил победителем. Или, как минимум, как мы видим в этом эпизоде, нарушал правила. Филиппе Мелло налево. Но Мелло не пошел. Жуан Жезус, не глядя, сделал передачу. И спокойно выбивает мяч в аут Сильван Видмер. 28-я минута началась. Никак ничего на левом фланге придумать не могут футболисты Луиджи Де Каньо. И вот здесь Дуван Сапата не согласен категорически всеми фибрами души, не согласен с решением судейской бригады. Ну и мы видим, что футбольный Джезус достаточно быстро вынудил Жофрея Кондогбе сделать неточную передачу. Бруно Фернандеш. В контроле решили поиграть немножечко гости.
Лоренжера. Перевод налево. Филиппо. Прессингует Икарди. Филиппе длинную вперед. А неплохо, вы знаете. Эденилсон догоняет мяч. Оставляет Фернандешу. Фернандеш. Эденилсону давал в штраф. Ну, Эденилсон, мне кажется, немножечко тяжеловат, несмотря на этот крестик, вытатуированный на шее. Ничего он не успел, но там кто-то рванул на 1000, как на 500 и спекся. Жао Миранда чудесным образом выбил мяч в аут. Аут с левого фланга. Эденилсон будет вводить мяч в игру. За инструмент никто не зацепился. Ой, Пижонский. Очень здорово передача на Икарди. Икарди попытался вывести вперед товарища. Бебиани тоже решил вернуться в эпизод. Кандогбе. Но нет, смотрите, как 9 человек сразу за линией мяча. Икарди один против всех. Направо. Юта Нагатома. Против него Эденилсон. Нагатома уходит в лицевую. Прострел неудачно. Будут брать аут. Да, берут аут наши герои мяча. Что-то схватился там за бедро Джонатан Бебиани. Да. Опа. И захромал 11-й номер Интера. Но нет, вернулся на поле. Французский футболист гваделупского происхождения. 11-й номер Интера. 88-го года рождения. 2 паспорта у него есть и паспорт Гваделупы. Конечно, для 11-го номера у него грандиозная статистика. Он в 2015 году перешел в Интер. 18 матчей, 18 матчей, 1 гол. 1 гол для 11-го номера. Это нехорошо. Филиппе Мелло направо. Правильно, пускай Ют Нагатома бежит. Он молодой. Ха-ха. Нагатома. 4-й угловой. Филиппе. Аккуратно. Четко. Что здесь было? Ну, здесь мышцу дернуть бедра Бебиани не мог. Разыграли угловой. Опа! Вот это здорово играл Марсело Брозович. 3 человека там были готовы замкнуть. Но вот этот человек с 5 звездами на загривке, Сириль Теро, автор единственного забитого мяча, перевел мяч на 5-й угловой. Навес. Ой, как широко. Но тут Сильван Видмер выбивает мяч. И, по-моему, фол зарабатывает в этом эпизоде. Получает желтую карточку Стефан Явичич. На 31-й минуте. Ну, понятно, срыв атаки. Вот эти облака, украшающие левое предплечье. Аккуратно. Оп, сзади подножка. Ой, упал. Извините. Ой. Он сам. Ну, тут гости у нас подошли к этому штрафному основательно. Арестис Карнезис, конечно же, странно, что не позвал посоветоваться тренера, как водить мяч в игру. Неплохо, длинная вперед. Теро выиграл воздух, сбросил мяч сам себе. Кандогбе сбросил мяч сам себе, но этого оказалось недостаточно. Так, конечно, обыграть защиту Интера тяжеловато. Особенно в статике. Мелло. Брозович. Длинная на Икарди. Нет, не зацепился аргентинец. Ну, Филиппе в очередной раз аплодирует ему, я думаю, сейчас мысленно Луиджи Де Каньо, практически безошибочно играет 30-й номер Удинезе. Нагатома заработал аут. Пошли разминаться парни в черных трусах. Ну, для замен, понятно, рановато. Хотя вот что там с ногой у Бебиани, пока не очень понятно. Потеря у Нерадзурри. Теро оставляет мяч в Агё. Видите, какая французская колония в Удине. Мело. Брозович. Центральный круг. Не опасно. Поперек. Скучно. Ребята, давайте дадим огня. Мело. Кандогбе. Все еще поперек. Все еще скучно. Бебиани. Все у него в порядке с ногой. Миранда.
Редкая передача вперед. Отличная двойка у Кондогбия. Хороший пас на Яветича, но не прошел. Не прошел. Ну что, в контратаку или в контроль поиграют зебры? Звучит это, конечно, дико, но есть в этом определенная прелесть. Все-таки в контроль. Эден Нилсон. Вот, треугольничек начертили. Возмущается Икарди, почему никто не поддержал его порыв под названием «Прессингуем все вместе». Я ведь что-то был, прошу прощения, это он расстраивался. Агим Ангбаду. Опа. На третьего назад. Это, знаете ли, успех. 33-33. Загадали желание. Едем дальше. Терро. Агим Ангбаду. Снова Терро. Плохой объем проделывает немолодой француз. Перевод, отлично. Эден Нилсон. Андраде. Ой, как умеет Андраде, как он красиво отдает мяч чужому. Блестяще. Филиппа Мел, это тоже привоз. И так, куда? Дуван Сапата. Я понимаю, что очень хотелось. Филиппе тонко. Тонко, очень тонко, по-моему, никто не понял. Видмер. Прострел, выбивает мяч Мурильо. Какой Сапата-то тяжелый и по мысли, и по пятой точке. Проходит на Яветича контра Нерадзури. Отлично. Яветич. Вот так на корню задушил контру. Все футболисты Удинезе были за линией мяча. Кондогбия, заброс. Икарди. Попробуем упасть на пенальти. Получилось хорошо. Пенальти Доменико Челли не дает. Офсайда нет. Филиппе здесь здорово, конечно, смотрите. И не дал сыграть Икарди. И не нарушил правила. Вайме, кричит этот мальчик. И зачем-то кусает свои часы. Филиппе Мело опускает мяч. Жоан Жезус. Ваня Иисус. Так его звали бы по-русски. Брозович перешел на левый фланг. Здорово. Жезус. Пас-центр. Икарди. Уходит в угол. Бьет. Опа! И Яветич сравнивает счет. Издевательски просто делает это Интер. И для хозяев из этого прекрасного города, из города Милан, звучит эта музыка на стадионе Джузеппе Меацци. Ну все, здесь давайте пожалеем диктора. Икарди записывает себе голевую. Явич забивает какой-то совсем не впечатляющий гол в этом сезоне. Сейчас вам скажу. 6-й гол в этом сезоне. 22 матча. 6 голов. На радость родственникам футболистов. Дети и жены. Это всегда прекрасно. Ну и еще одна строчка загорается на табло стадиона Джузеппе Меацци. Строчка с фамилией Яветич. Минута 36-я. Желтая карточка здесь, по-моему, не будет показана. Ой, тут и 19, и иероглифы. Роберто Манчини всем доволен. Перо, конечно, капитально вырвал себе, по-моему, все возможные культурные коды. Навес. Да, без желтой карточки обошелся арбитр сегодняшнего матча. Бить отсюда тяжело. Самир Ханданович ругается. Поковырялся в носу Кузманович. Вытер об футболку. Сейчас будет навешивать. Весь Интер на своей половине поля. Роберто Марчини на углу технической зоны показывает семафорную азбуку. Преступник на борту судна захвачено бандитами. Доменико Челли не дает вести мяч в игру. Тут все немножко поругались. И, кстати, обратите внимание, у Доменико Челли кольцо есть на пальце. Навес! Ну, Кузманович. Ну, Кузманович тоже стоял, конечно, как знатный семафорист.
но пережал с этой подачей. Луиджи Ди Каньо недоволен. Аут справа. Юта Нагатома. Но смотрите, как Удинезе высоко играет в прессинге. Ой-то и срабатывает опять наш дорогой Филиппе. А вот за это, конечно, Бруно Фернандеш сейчас должен начать отжиматься. Что это такое? На чужой половине поля отбор. Есть товарищи. И не в гордом одиночестве. Зачем этот удар отчаяния на 39-й минуте? Мы осуждаем его. Передайте в спортлото, пожалуйста. Кондогбе. Перевод налево. Жуан Жезус. Марсело Брозович. Так, меньше тотала у нас первый тайм. Но, с другой стороны, мы уже подобрались к перспективной отметке. Нагатома не включает скорость. Ябьяни. Ну и Миранда спокойно тоже в контроль поиграем. В контроль поиграем. Решили. Нарадзури. Вот это красиво. Вот это Яветич. Не выдержала напряжение пленка. Заживала чуть-чуть бобину на стадионе Джузеппе Меаццо. Но все. Перемотали карандашом. Едем дальше. Нарушение правил. Нарушение правил. Дуван Сапата машет пальчиком Доменико Челли. Но изменит ли Доменико Челли от этого свое решение? Варианты ответа да, нет, не знаю. Правильный вариант ответа нет, не изменит. Вперед направо. Юта Нагатома. Тяжелый Эдди Нилсон. Андрюшка Эдди Нилсон против него. Филиппе Мело налево. Ну что, двойка? Да. Ох ты, Брозович. Снова в тело футболиста из Удины. Ябьяни. Давай. Вся Гваделупа у экранов, старик. Яветич. Отлично. Ябьяни. Не хватило ему опять этих 105 метров Джузеппе Меаццо. Ябьяни показывает Требьен. Гваделупа может быть довольна. Но это повтор гола. Икарди выдал передачу, которую, честно говоря, собачка, кошечка, зебра, змея, слепой, глухой. Все забили бы. Не забить в той ситуации было невозможно. Нарушение правил. Кузманович вместе с Молла Вагё. С пробел Молла Вагё нарушили правила. Кондогбе. Ябьяни. В свое время играл в аренде за Парму и менял самого Алессандро Лукарелли. Было это в 2009 году. Совсем мальчишка. 88 года рождения. Фернандеш. Включил Андраде Эдди Нилсона, которому 68 в ширину не хватило. Да, надо сказать, что Джонатан Ябьяни, два есть написания через мягкий знак и через «и», воспитанник Интера, играл в академии с 4 по 6 год. Вообще начинал в клубе Люблян-Мениль и стал первым футболистом, который уехал из Люблян-Мениля за рубеж. Кондогбе. Ох-хо-хо, проникающая Брозович. И здесь рука была у Филиппе, у любимца нашего Филиппе, но не свистнули ее парни в черных трусах и желтых футболках. Миранда. Филиппе Мело. Да, потом Ябьяни играл за Киева, Модену, Парму, Сампдорию. И лишь в 2015 году вернулся в Интер. Перевод направо и забил свой 1 гол в 18 матчах. Но другой еще один забил в отрезке с 6 по 11. Но справедливости ради много забивал и в Парме, и в Модене. Слева Брозович. Навес. Ой-ой-ой, Ябьяни, куда ж ты полез? Там Юта Нагатома уже расчехлил клюшку свою японскую.
Икарди. В итоге он последним пробил мимо. Здесь отличная передача. Ну, а Икарди было уже, конечно, тяжело бить. Филиппе. Опять Филиппе. Лучший пока защитник в составе гостей. Филиппе не дал третьему бомбардиру серии А жестко, красиво выйти на удобную ударную позицию. Эденилсон. Ебьяни навязал борьбу, но Удинеза аккуратно вышла из-под прессинга, и в итоге лишь Сириль Терро отправил мяч в никуда. Ну что, 43-43, загадали желание. Будет у нас еще хорошая возможность через 59 секунд. Филиппе Мелло. Кондогбе. Вот такой мощный, конечно, кулак в середине поля у Интера. Я имею в виду сочетание Кондогбе и Мелло. Кондогбе получил по ноге после этой передачи, но Доминго Челли уже был спиной, поэтому он эпизод этот пропустил. Кондогбе только сейчас встал в пустую зону. Здорово. Юта Нагатома. Ебьяни не ставил здесь корпус. И Андраде Эденилсон выбивает мяч за пределы поля. Аут справа. Такая у нас пауза затянувшаяся. Ввели мяч в игру. Кондогбе, левый рабочий перевод налево. 44-44 загадали желание. Совсем скоро начнется перерыв. Низом. Думаю, 1 минуту есть смысл добавлять. Я уверен, что Доминго Челли не очень интересуется моим мнением. Как здесь здорово продавливает. И на пенальти, конечно, шел Икарди в этом эпизоде. Агиманг Баду во фланге там попал в болельщика, который уходил. Ой, как красиво. Жуан Жезус, кипят страсти. Жуан Жезус тут кричал с высоты своего роста на Эммануэля Агиманга Баду. Просит успокоиться Сильван Виднер. Ну да. Что тут обсуждать. Данил Лоренжера. Ну вот видите, даже Эрик Тахир. Интересные часы у него. Показывает, как так в Аймэй пенальти. В Индонезии за это дают пенальти. А Доминго Челли, обратите внимание, свистнул на перерыв. Почему пенальти? Потому что не надо обнимать за грудь малознакомого мужчину в собственной штрафной. Лоренжера положил руки аргентинскому Галиадору. Этого достаточно после падения 9-го номера Интера для того, чтобы указать на 11-метровый. Этого не случилось. Футболисты идут отдыхать. Что делаем мы? Правильно, отдохнем и мы. Ну и звучит свисток Челли. Поехали. Налево. Андраде Эденилсон. Первое, что делает во втором тайме, упускает мяч за пределы поля. Готома. Яветич. Плавно носком опускает мяч. Готома. Влез в борьбу и в итоге проиграл. Дон Сапата, вот здесь его габариты пригодились. Агиманг Баду. Вот это хорошо, но не в такт. Не в такт. Показывает Сириль Терро, что отличная передача. Я оказался к ней не готов. Пардон. Ой, пяточка какая. Здоровенная пяточка. И вторая пяточка. И Яветич, Икарди. Подходит штрафной. И пас, пятка. Никто этой пятки не ждал. Бедный Брозович, который лишь угловой заработал в этом эпизоде. 6-й угловой. Ну, как должно радоваться сейчас сердце Роберто Манчини. Очень здорово сыграли все футболисты Интера в этом эпизоде. Угловой навес. Нет, Ваги выбивает мяч. Здорово возвращает. Опа, пенальти нет. Нет, показывает Челли. Это Жуао Миранда оказался на позиции зарабатывающего пенальти футболист. Видите, не вернулся после углового. Фернандеш. Ух ты! И смотри-ка, нет положения вне игры. Андраде выходит, бьет, а тут успеет. Нет. Вот здесь фланговые игроки Удинезе оказались на своих рабочих местах.
Андраде Эденилсон неожиданно вывалился. Ой, здорово, пресс положение вне игры. Ошибся Нагатома, но это возвращались. Видите, после стандарта пробил в дальний, на точность бил с левой рабочий бразилец. Ханданович, струнку вытянувшись, мячик отбил, а Сильвану Видмеру не дали пробить поворотом. Он уже там катился на пятой точке для того, чтобы замкнуть. Без раскачки начали второй тайм. Итак, опа, угловой. Да, четвертый угловой. Удинезе. Мурильо вылепил Агиманг Баду. Вот это вот повтор спорного эпизода. Давайте. Нет, плечом в плечо, не было здесь пенальти. Приятная мужская борьба. Господи, сколько ж Сапата весит. 80 килограмм. Не очень в это верю. 186 рост. Вот здесь год рождения. Терро выдал себе на шею, чтобы не забыть. Фернандеш, навес. Скидка в никуда. Биабиани. Разбег Гваделупца. Небольшой. Оп. Затормозил Яветич. Раз финт, два финт, три финт. 4 финт. Вспышки фотокамер. Сохраняет мяч. В параллельной вселенной Яветич после этого эпизода. Каскад финтов был на рубль. КПД, как у лампочки накаливания. Сильван Видмер. Аут. Эффектный лысый мужчина идет по трибуне. Мяться. Успел, что называется. Ух ты! Вышли! Жезус. Кондопия. Ушел на этом мелком таком тараканьем дриблинге, но ушел. Брозович, удар! Ох! Ну, здесь Карнезис. Левый угол закрывал. Брозович пробил сколь сильно, столь неточно. А хорошо, вы знаете, в центр мяча здорово положив корпус. Все правильно, но в 7.32 створ не попал. Вот здесь что-то нехорошее, сказал Роберто Манчини. Капитанскую повязку сейчас может потерять Икарди. Нет, это был Филиппо Мело. А почему у него капитанская повязка? Упс, давайте разбираться. Вот справа какая отличная зона, да, у Видмера получает он мяч. Навес показал, нет, не навесил. Ушел от Жезуса и под удар. Ох ты! И перекладина. После удара футболиста Луиджи Де Каньо сразу же. Видите, решили компенсировать началом второго тайма отсутствие футбола временами в первом. Хорошо. Икарди. Ой, не поняли друг друга Яветич и Биабиани. Здесь Икарди. Все-таки навязывают борьбу. Идет в прессинге и от Гваделупца покидает мяч в пределы поля. Вот здесь здорово. Видмер и под удар Фернандеша. Да, лизнул так. Перекладину сверху. Скидка Терро на Сапату вышла так себе. Миранда. Бровку отправляет Нагатома. Нагатома явно никуда не спешит. Перевод. Яветич. Жезус забегание. Яветич. Икарди. Двойка. Ой, браво. Браво троим людям. Яветич. Великолепная передача. Брозович. Отличный удар в дальний угол. И отменная работа Арестиса Карнезиса, который переводит мяч на 7-й угловой Интера. Брозович будет его подавать. Туда он побежал за воротами Грека. Разбег. Навес. Выносит мяч Лоранжейра. На подборе у нас кто? На подборе у нас, смотрите, не повторяют ошибку предыдущей контратаки, предыдущего углового. Нагатома переводит на свое место. Фернандеш здесь ставит корпус. Миранда не добирается до мяча. Давайте смотреть повтор. Вот она, пяточка. Да, это был не Явич, это был Икарди. Прошу прощения. Здорово. Здорово, капитаны. Лучший бомбардир Интера выводил партнера на ударную позицию. Ну и Брозович
исполнил. Но, знаете, вратарь тоже зачем-то вышел на поле. Было бы странно ожидать от него отсутствие сейвов. Офи, Панатинаикос. Была короткая командировка в Гранаду. Это, я читаю, послужной список Арестиса Карнезиса. 85-го года рождения, 30 лет. Выступал по юношам за молодежную сборную. Играл за основную. Да, и был голкипером сборной на чемпионате мира в Бразилии. Играл против Колумбии, Японии, Кот-д'Ивуар и Коста-Рики. Яветич, перевод в никуда, к сожалению, да. Панатинаикосис 54 матча, минус 43. В Удинезе 25 матчей, минус 34. Неплохо. Эденилсон по флангу. Ох, как широко. Но тут у нас только чудесник Миранда. Брозович. Икарди. Ай, хотел завязать узелком Вагё. Вагё не завязался. Брозович. Жезус. Такой молодой. Марцело. Нагатома. Это я про Брозовича. 92-го года. Удар от ворот. Удар от ворот Карнезиса. 92-го года Марцело Брозович с грандиозным прозвищем «Хорватский Пирло». Воспитанник клуба «Хорватский Драговолец». Поиграл и за «Локомотиву», и за «Динамо Загреб». И с 15-го года 44 матча, 5 голов за «Интернационале». Ну и все, естественно, сборные Хорватии. От Ю-18 до основной. За основную 15 игр, 4 мяча. Чемпион Хорватии в составе «Динамо», обладатель Суперкубка. Пытался его в свое время казанский «Рубин» к себе перетащить, не получилось. Ну, для 23 лет очень достойный футбол показывает хорватский Пирло, который вот сейчас опускает мяч, за что ему отдельное спасибо. И великолепная передача. Бебиани засеменил. Яветич. Мяч под правой, бьет в коленку. Разящий удар в чашечку наносит десятка Интера. Кондогбе. Перевод направо. Бебиани. Ну, показывайте, товарищ. Наготовом показывает справа. Прям вон уже удар. Ух ты. Филиппо Мело вдруг неожиданно решился плюнуть. Наготово там практически в соляной столб превратился, показывая правой рукой, левой рукой, обеими руками. Родной, покати мне, пожалуйста, я войду в свободную зону. Но Бебиани его не замечал. Так, вот здесь Кондогбе. Такой вот, роскошный повтор, роскошный. И прям ядрит сорвалось с уст японца. Там очень смешной танец какой-то танцевали Кондогбе и Вагё у углового флажка. Роберто Манчини. Ну, в таком стиле Валерия Георгиевича Карпина, как обычно, недоволен тем исполнительским мастерством, которое демонстрируют его футболисты. Тем временем 10 минут позади. Совсем скоро время загадывать желание. Длинное вперед. Жуан Жезус. Бессмысленно. Андраде Эденилсон. Выиграл борьбу Нагатома, 55-го номера Интера. И на табло у нас 55-55. Загадали желание и поехали дальше. Филиппо Мело. Бебиани. Ой, как хорошо ушел на быстрых ногах. Сделал передачу чужому, получил кикс от Лоранжейра. Перевод на Яветича. Нет, Вагё здесь спокойно говорит: вы знаете, хочу посмотреть на 8-й угловой Интера. Организуйте мне, пожалуйста. Неаккуратно плюется швейцарец. Быстро разыграли футболисты Интера, но Доменико Челли показал, что, вы знаете, надо еще раз. Я не успел. Иного объяснения у меня нет, поскольку оператор показывал плюющегося Вагё. Икарди, стоечка, поднятый воротничок, пижон, навес, скидка в никуда.
Да, в дальнюю. Так, пятка. Вышли. И левым флангом побежал Эде Нилсон. Уронил футболиста Интера, но нет нарушения правил. Длинный вперед. Фернандеш выходит в ударную позицию. Пас. Что ж за пас-то такой? Дуван Сапата недоволен. Ханданович. Такое у него лицо, мягко скажем, не эмоциональное. Видимо, стадион свистит по поводу того фола Эде Нилсона в атаке. Отлично, перевод в пустую зону Икарди. Но нет, Икарди здесь мяч не догнать. Показывает небольшой палец. Помощник Доменика Челли, прошу прощения, все-таки показывает офсайд. И, признаем, уважаемые любители футбола, это был именно он. Пытался до последнего Икарди из офсайда выйти, но голову, нос свой пиноккиообразный оставил. Так, Жуан Жезус, вратарю нельзя. Терро прессингует бразильца. По флангу вышли. Я, видите, очень четко. Кондогбе. Миранда. Правым флангом атакует Интер. Навес. Здесь подбирает мяч. Как раз таки Кондогбе, который это все начал. Что пятка. О, вот сюда пятка и удар Риавидича. Нет. Вот здесь удар Мело. Угловой. 9-й угловой. Зарабатывают Нерадзурри в этом эпизоде после размашистого удара опорника. Здесь вот прокатился мяч, по-моему, по Кузмановичу. Первая треть второго тайма совсем скоро закончится. На ближнюю. Смотрите, разнообразие небольшое. На ближнюю. А здесь у нас что? А здесь у нас подбор. Опа! Жезус пробил. Мяч подскочил к Мурилью. Мурилью низом. Яветич в дальний угол хотел, но заблокировали. Заблокировали очередной чашечкой коленные. Удар десятки Интера. Ну а с дальними выстрелами Орестис Карнезис, откровенно говоря, справляется. Нагатома проверял вратаря сборной Греции. Вы знаете, он на месте. Оказалось, что он на месте. Брозович сместился во фланг. Ну да, я бы сказал, что 4-4-2 играет Манчини во втором тайме. Перестроил игру по ходу первой 45 минутки. Хотя, вы знаете, может, это и от лукавого моя рефлексия. Вот это красиво за спину на Сапату. Красиво, но неэффективно. Нагатома не спешит никуда, потому что знает, что спешить не надо. Тем временем вторая желтая карточка в сегодняшнем матче. Данило Лоренжейра, капитан Удинезе, получает ее за срыв атаки. Ну да, коленом в бедро сзади Мауро Икарди. Не самый обязательный фол. Не с того места, по мнению Доменика Челли, разыграли мяч. Теперь разыграли с нужного. И никуда не спешащий Нагатома. Предлагает Интеру поиграть в контроль. Брозович. Хорошо, вперед. И Икарди великолепно разворачивается, прострел угловой. 10. Как от стоечки тренировочной ушел Мауро Икарди от Молла Вагё. Брозович подает все угловые у Интера. Карнезис вытирает нос. Разбег на вес. Опа. 11. Нет, не 11. Аут. Джейсон Мурильо. Быстренько. Биабиани. Прострел. Нашел, смотрите, нашел щелочку между ног защитника. Но передача получилась не очень интересная. Спокойно Удинезе выходит из-под прессинга. Фернандеш. Мяч далеко на Дувана Сапату. Вот здесь, смотрите, как от Ваги. Оп!
Вагио, что ж ты правую ногу-то не держишь? Ну, видите, в последний момент в подкате достал. Кузманович. Мануэль Агимангбаду. Есть разрывы между линиями Мирадзури, но футболисты Изудина не спешат ими пользоваться. Икарди справа. Отличное подключение. Ой, за спину Жонатан получает мяч. Тем не менее, подходит к углу штрафной. В руку, по мнению всего стадиона, попадает француз из Гваделупы. Брозович бьет в 6 ног сразу. И Бруно Фернандеш. Что, 3 в 4? 4 в 4. Направо. Опа, Терро. Под штрафную. Мяч под левый. Все еще под левый. И, ну, нет. Здесь уже 6 своих ног. 6 ног противника собрал Терро. Кандогбе. Размашистый перевод. Фернандеш. Там уже Натан подсел, но, видите, с мячом Удинезе, поэтому Челли не остановил матч. Ой, не в такт Агимангбаду. И контра Интера. Бежит Джезус. Слева Яветич. Джезус вставляет мяч в десятке. Ходит штрафной удар. Ой-ой-ой. 11 угловых. Брозович опять идет подавать. Ой, бедный Жуан Жезус пробежал, дал 105 метров. Джузеппе Меацци от лицевой до лицевой. Оставил мяч Стевану Яветичу. Ну а черногорец пробил уже поворотом. Там надо сказать, что... Да, даже врачи появились на поле. Замена у нас. Замена. Иван Периш появляется на поле. Вместо кого? Вместо Жуана Жезуса. Ну, Жезусу мы желаем здоровья. 44-й номер хозяев. Давайте смотреть, какие будут перестановки. Угловой сначала в любом случае. Навес. Нет, выносит команда Изудина мяч. Возвращается туда. Брозовичу. Ну и наш хорватский Пирло. Еще один. Опа, Филиппо выбивает мяч. Вот Агимангбаду цепляется. Нет, это Денилсон. Прошу прощения, на правом фланге. Здорово уходит от Кандогбе. И тут, конечно, должен быть свисток. И тут, конечно, должна быть желтая карточка. Жофрей, видите, опять есть контакт рук. И тут ничего не подумаешь. Да, вот в том эпизоде, конечно, очень хитро бил черногорец. Поэтому Карнезис предпочел не ловить, а отбить. Икарди немножечко дружеского прессинга на главного рефери никто не отменял. Небольшой водопой Сильван Видмер попил. А вот здесь, оп, ну есть контакт рук и все. Конечно, Денилсон в этот момент чувствует необходимость прилечь на газон. И желтая карточка Кандогби тоже выглядит очевидно. 66-я минута приближается к экватору. Самир Ханданович на всех кричит. А Здравко Кузманович будет навешивать. Да, массированная какая атака Удинезе. Передача безобразная. Вагио назад играет. Филиппе. Филиппе аккуратно подключает к игре Карнезиса. Здесь, конечно, Сапата мог продавить, но сильно в этом сомневаюсь. Вот что такое. Это попытка забросить мяч за шиворот Хандановичу. Стадион недоволен тем, что арбитр не остановил игру. Филиппо Мело предъявляет. Ну да, здесь чисто игра рукой, у Терро. Челли откровенно прощупал момент. Конечно, нечего обсуждать. Игра должна была быть остановлена. Стеван Яветич, Кандогбе. Нагатома перешел на левый фланг. Навес! Ой, какой двуногий Нагатома. Здорово он. Шить и туда. Ну, здесь
Получилось шить хорошо, но слишком удобно для Карнезиса. Подсказывает, что это Роберто Манчини Нагатома, видимо, как играть левой ногой. Кондогбе красавчик. Но хотел красиво, а в итоге потерял. Две семерки здесь сошлись в кадре. Надо сказать, что Кондогбе, несомненно, выглядит куда эффективнее, чем Акиманбаду. Ну, в общем, не случайно они играют за столь разные команды. Перишич. Явичу в центр. Бибиани. Такое ощущение, что переместился на позицию защитника. А Брозович играет справа на фланге. Да, потому что Перишич играет спереди в атаке. Ну, тут Роберто Манчини нашинковал этой заменой. Будь здоров. И явно готовит какой-то еще сюрприз для Луиджи Ди Каньо. Миранда, широко перевод. Да, нет, все верно. Нагатома слева у нас. Кондогбе хорошо. Очередная пятка Икарди. И пенальти. Конечно, весь Милан, я имею в виду сейчас населенный пункт, и весь стадион Джузеппе Меацци, болельщиков Интера, требует пенальти за Нагатома. Но его Доменико Челли не ставит. Брозович налево. Нет, смотри-ка в центр. Явитич. Ну, сам ошибся, сам исправил. Здорово. Ну, а здесь давал в больницу, на самом деле. Даже если бы Брозович полез к тому мячу, то до мяча бы он не добрался. Тонкий там момент. Мне показалось, что Нагатома не совсем успевал к мячу. Брозович здесь уж слишком изящно хотел сыграть. Кондогбе отлично. Икарди выводит на ударную позицию. Икарди бьет поворотом выше, в правую 9, так, чтобы Карнезис не достал. Бил Икарди и не попал. Бруно Фернандеш ошибается. Кондогбе сразу ищет капитана передачей, а капитан сразу ищет девятку в честь своего игрового номера. Ой, как девочки надо, чтобы Интер выиграл. Эрика Тахира во втором тайме не показывает нам режиссер трансляции, а вот девочки очень надо. Сильван Видмер навязал борьбу, и в итоге мяч от 27-го номера Удинезе покинул пределы поля. К радости Луиджи Ди Каньо. Понятно, что это был больше саркастическая улыбка. Филиппо Мело добавляет солидности Интеру во владении мячом. Можно ли намазывать на хлеб эту солидность? Я не уверен. Бедный Нагатома. Ну что, угловой он сделает сейчас для Удинезе? Нет, все-таки догнал японец мяч. За такой перевод, конечно, нужно сказать спасибо. Явитич показывает большой палец партнеру, но аут у нас в пользу зебр. Видмер. Ох, как далеко на Сапату. Но Сапат такой тяжелый, что временами кажется, что я бы сказал, что временами кажется, что Сапата пускает корни в газон Джузеппе Меацци. Ох, как Видмер в локоток Мурилья пробил. А вот справа Видмер. Неплохо. Бруно Фернандеш. Перевод в никуда. В никуда.
переводит 8-й номер Удинезе. Луиджи Ди Каньо сердится, его можно понять. Перишич. Ох, как здорово. Явитич. Ну, нужно что-то придумать. Есть все для этого. Брозович. Вот этот верх, наверное, был не самым очевидным. Агимангбаду выбивает мяч. В резервную практически. Эрик Тахир разве что не спит. Вердзанетти. Посол Интера в сердцах всех любителей серии А тоже не спит. Сказать, что молодые люди получают удовольствие от происходящего, мне кажется, было бы натяжкой. Играть тем временем в матче, открывающем 35-й игровой день серии А, остается всего ничего, я думаю, порядка 20 минут. Нагатома. Перишич. Ух! Глубоко. Бебиани. Миранда. Заброс по флангу. Икарди не зацепился. Ну вот, есть второй темп. Икарди оставляет мяч. Гваделупа вся прильнула к телевизорам. Навес! Но нет, здесь Молла Багё, зная, что вся Швейцария сейчас тоже прильнула к телевизорам, переводит мяч на охо-хонишки-хо-хо, 12-й угловой. Навешивать не стали, понятно. Предыдущие 11 навесов ни к чему, а вот стали разыгрывать, и 13 угловых у сундук мертвеца. Карнезис кричит, а Брозович идет подавать. Нет, разыграли. Перишич. С Явичем там разыграли. Перишич уходит в лицевой низом. Вот, та-та, а тут Карнезис должен сказать спасибо своим друзьям, поскольку спасли они ему ворота. Нагатома, отличный перевод. Сохраняют мяч на Радзурре. Опа, ну а тут Карнезис забирает мяч. Забирает мяч в руки. Давайте смотреть. Иван Перишич. Здорово прошел. Ну и тут, конечно, Икарди не хватило чуть-чуть удачи. Не хватило удачи. Не хватило чуть-чуть удачи аргентинцу. Перишич. То есть вспомнить, какого года Перишич. Да, 89-го. Так. Брозович. Мяч под правой, но нет, бить не стал. Ой, ну правильно, давай, Бебиани, догоняй. Догнал. Ой-ой-ой. Вытаскивай пятнистого. Стефан Явитич забивает второй гол на Радзурри в матче Интер-Удинезе. Браво, 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 браво. 6-й гол забивает черногорец. Все русское побережье Адриатического моря сейчас поднимает большой палец. Казалось, вот эта передача не должна пройти, но, ух ты, практически соском, грудью забивает десятка Интера. Оле, оле, оле. Диктор на стадионе, мягко говоря, доволен. Эрик Тахир проснулся, Дзанетти тоже доволен. Вот. О, смотри, оба грудью. Привет, как я его учил. А Тахир смотрел повтор там в вип-ложе. Ну что же, надо признать, что скептически относился к гражданину Гваделупе все предыдущие 75 минут, а здесь он выдал идеальную голевую. Но там, конечно же, Карнезис маханул, так маханул. А у нас тем временем замена в составе Интера. Сейчас мы разберемся. Мурильо. Мурильо далеко. Не успевает сайт серии А за тем, что происходит на Джузеппе Меацци. Не дает ему вторую замену в протоколе. А вот теперь успевает. Джованни Паскуале у нас появился вместо Эденилсона. Ну, тут прям противотанковые надолбы выстроили на глазах Доменико Челли. Замена. Нарушения правил нет. Фернандеш.
Вот тут теперь обратка. Брозович. Ой, какая передача. Ой, дошла бы на Икарди. Можно было памятник строить этой передачи на подходах где-то Джузеппе Меацци. Потому что передача была изумительная. Ну что, Паскуале должен закрыть фланг. Какую цель преследовал Луиджи Ди Каньо этой заменой? Сейчас найдем, где Паскуале расположился. Удар. Ох! Ну и тут Ханданович кулачком перевел мяч на пятый. Всего лишь пятый угловой. Терро решил проверить Самира. Ну и Самир с честью вышел. Из-под перекладины вытащил качественно. Ну вот мы смотрим повтор. Брозович, Бабиани 7-7, 11-10. Телефон этой комбинации. Болельщиками закрыли нам подачу углового. Это, простим режиссеру трансляции, понятно, я думаю, за кого он болеет в этом матче. Кузманович мастерски сохраняет мяч для Удинезе. Скидка. Терро. Мелло. Вынос. Тяжело дышит бразилец. Так. Челли показывает замена. Сначала замена. Итак, в составе Интера Роберто Манчини решает, что Икарди сделал свое дело. Икарди свободен. Отдал он капитанскую повязку Миранде. Семья Икарди. Ну, тут дальше, понятно, 18 страниц слухов, сплетен и так далее. Эдер, 23 номер, появляется на поле. Один Макси Лопес сейчас немножечко сгрустнул. 80-я минута. Видмер. Перевод на Сапату. Сапату сам себя с трудом выкорчевал. Здорово. Фернандеш перехват. Перевод. Видмер сыграл за себя и за того парня. Пара стыков. Кузманович. А вот хороший заброс. Ой, Видмер не поставил ногу. Не поставил ногу 27 номер. Гражданин Швейцарии. 23 года, 93-го года рождения. Родился в месте под названием Шпрайтенбах. Что, конечно же, неплохо. Заменил в сборной Лихтенштейнера в матче против Сан-Марино. Играл за Арау, Гранаду. 2013 года играет за Удинезе. Сказать, что молод, язык не повернется. Сказать, что состоялся как футболист, тоже, наверное, было бы гиперболой. И замена в составе команды Луиджи Ди Каньо. Филиппе, любимец мой Филиппе, покидает Джузеппе Меацци. Вместо него выходит 88 номер. Риде. Все в атаку. Все в атаку. Непонятно, сколько защитников осталось, где, на какой позиции у Удинезе. Нас это волнует. Нет, не очень. Эдер вперед. Ой, я, видите, все-таки сделал передачу. Будет удар. И очень странно, что нету углового. Здесь я согласен с футболистом Интера. Перишич сердится на Челли, получает желтую карточку. Перишич, видимо, настаивает, что не мог он пробить так не точно. Молодой человек, который играл раньше за Дортмунд, Вольфсбург, Брюгге и Сошо.
предложение. Перечислил всю трудовую книжку 44-го номера Интера. Удинезе направо на Видмера. Нет. Стеван Явидич. Бока-Каторский залив аплодирует этому юноше. Ой, хорватский Пирло, красавец в подкате. Делает передачу. Ой, во второй подкат. Ну и тут Бебиани немножечко разряжает обстановку. Сильван Видмер получил там по ногам. Оказался в состоянии продолжить матч. Ох, Кондогбе здорово здесь хвостом всех оттер. Нагатома с языком на плече. Ох, как широко. Перишич. 55-й на 44-е. Понижение, но можно играть. Бьет поворотом. Хорват. Требует он сейчас снова углового. У него так-то уже одна желтая карточка есть. Но смотрите, действительно попадает он здесь в ногу Джованни Паскуале. А вот это мы смотрим предыдущий эпизод. Здесь все-таки такое ощущение, что в лежащего на газоне Вагё чуть-чуть попал. Нет, смотри-ка, угловой. 14-й. Давно такого не припомню. Серия А. 14 угловых. Прилег на газон Джонатан Биабиани. Дамброзио его меняет. 33-й номер. Ну и на этом замены Интера заканчиваются. Икарди ушел. Биабиани ушел. Жуан Жезус ушел. Биабиани лечит здесь ногу. Появляются носилки на поле. Пожарный вертолет уже в пути. Да, в 2009 году дебютировал в серии А. Дамброзио не разрешает пока Доменико Челли выйти на поле. В оборону выпускает Данило Дамброзио Роберто Манчини. Играл воспитанник Салернитана, играл за Фиорентину, Потенцу, Юве Стабия. С 10 по 13 год в Торино, ну и с 13 по настоящий момент в Интере. И замена в составе Удинезе. Вместо Фернандеса на поле появляется 55-й номер. Эмил Холфридсон. 14-й угловой на разбег навес. На ближнюю. Холфридсон атакующий полузащитник. Он бежит там по левому флангу в контратаку. Ой, как хорошо уходит Сильван Видмер от противника. Ну а тут Нагатома получает подъем. Ему больно. Доменико Челли показывает желтую карточку Дуване Сапате. Дуван Сапата, мягко скажем, пожалуй, наверное, этой желтой карточкой и запомнился в этом матче. Воспитанник клуба с игривым названием «Америка». 87-я минута началась. Доменико Челли дает свисток, что все, можно продолжать. Играл за Эстудиантес, за Наполи. С 15-го года в Удинезе 5 мячей забил колумбиец. 25-летний, действительно тяжелый. Вот, вы видите, как ему тяжело бежится. На его фоне вполне себе габаритный Джейсон Мурилья выглядит прям незаметным. Икарди
скамейке запасных с интересом наблюдает, как на Радзурре идут к очередной победе в серии А. Самир Ханданович выбивает мяч. Очень неточно. Сразу же вперед. Сапата борется. Ой, ну тут двойной удушающий. И тут нарушение правил. Ну нет, нет, нет. Так играть нельзя в футбол. Ридер там пытался подхватить что-то от рикошета. Но нет, здесь сначала нарушение правил на Мурили, потом на Филиппа Мело. Нагатома оказалось у него в порядке с ногой. Смог он продолжить матч. И нарушил он в том эпизоде правила. Вагё. Акиманг Баду. Перевод направо. Видмер. Не успел к тому мячу. Не успел к тому мячу футболист Удинезе. Навес в штрафную Хандановича, по-моему, заканчивается шестым угловым. Шестым угловым, да, совершенно верно. Шестым угловым команды Луиджи де Каньо. Итак, разбег, навес, удар. Сохранить мяч пытается. Можно играть. Нет, все-таки нельзя. Пытался сохранить до последнего мяч Данила Ларенжейра. Но здесь все-таки мяч покинул пределы поля. Да, Нагатома все здорово заблокировал. Свело ногу кому-то из футболистов. Интера, да. Роскошный получился матч. Немножечко, я думаю, меньше борьбы и больше футбола мы ждали. Но бывает и так. Самир Ханданович никуда не спешит. 15 секунд остается до конца основного времени. Казалось, что была подножка, но нет. Челли был рядом, позволил продолжить матч. Леоветич гонит по флангу Перишича. Перишич возвращает черногорцу мяч. Филиппе Мелло. Все в контроль. 5 минут добавляет. 5 минут добавляет Доменико Челли к этому матчу. Жоао Миранда уходит в партер в борьбе с Холфредсоном. Эмоции, конечно же. Куда ж без них. Вагё. Ларенжейра. Ну, это все, ребятушки, не похоже на правду, скажем так. Как и этот навес. Здесь спокойно Самир Ханданович, Кандокбе видел, что голкипер спокойно забирает мяч. Это произошло. Явитич получает по голове от вышел на замену Холфредсона. Да, досталось здесь. Досталось десятки Интера. Штрафной удар. Роберто Манчини спокойно показывает, кому куда двигаться. Футболисты Удинезе недовольны, в частности, Дуван Сапата недоволен тем, что никак не ведут мяч в игру. Ввели от эффектный черпак. И Перишича мяч не дошел. Вынос!
Сириль Терро пытается зацепиться, но нет. Здесь Миранда капитаном. Ай! Хорватский Пирло зашелся в борьбе с Холфредсоном. Две минуты ушли из 5 компенсированных. Да, у Филиппа Мело, видите, это не капитанская повязка, как мне показалось, это у него какой-то модный-примодный напульсник. Челли фиксирует нарушение правил, разыграли быстро штрафной удар, не дошла. Перишич ставит корпус. Кондокбе, ну, правильно, Нагатома. Здесь немножко беги, там угловой флажок. Юта, беги. Ставка сделана на обе ноги. И вот здесь стоим. Правильно стоим, не пускаем никого. Видмер. Аут в пользу. Аут в пользу. Удинезе. И здесь ребята за мяч тоже не зацепились. Ну, с Сапатой тяжеловато, конечно, зацепиться за мяч. Но это мы уже с вами говорили, уважаемые любители футбола. Ничего нового не прозвучало. Сводят ноги у всех Бианконери. Да, здесь фолт. Бедняга Мурилья досталось. Луиджи Ди Каньо смотрит с интересом на то, как тают шансы Удинезе увести очки с Джузеппе Меаццо. И вот это, я думаю, последний подход. 1 минута остается. Доменико Челли фиксирует нарушение правил. Мурильо в этот раз свалил. Кузманович. Ну что, все под навес. Больше там не осталось-то, ребят. Шансов-то никаких. Кузманович чуть-чуть украл еще. 7 метров. Челли показывает, не здесь было нарушение. Кузманович с этим так-то согласен. Кузманович показывает, вот туда будет передача. И красиво шведкой вырезает. Скидка! Дуван! Нет, удар! И Холфредсон мог и Дувану Сапати, и себе, скажем так, улучшить настроение в эндшпиле матча Интер Удинезе. Вот здесь Сапата пробил, Ханданович потащил. Здесь контратака, удар, 3. Все. Я думаю, все. Эдер ставит точку на радость Эрику Тахиру и сидящему рядом Кальеру Дзанетти. 13 мячей в этом сезоне. Неплохо. Неплохая цифра. Контратака получилась настоящей. Агиман Баду здесь не помог. И я думаю, что эти 3-1 во многом заслуженный результат. С таких позиций, как Билл Холфредсон, непонятно, зачем он засуетился. Вот хороший повтор. Опа! Вытаскивает Пятнистого. Как же так? Расстраивается этот хорошо татуированный мужчина. Эдер жмет руку Перишичу. И вы знаете, звучит свисток Челли. 3-1. Именно с таким счетом завершилась встреча 35-го тура чемпионата Италии. Интер разобрал, ну, не на кусочки, но, в общем-то, справился. Волевая победа, отмечу. Напоминаю слова Пьера де Кубертена о том, что о спорт и мир. Для вас матч комментировал Федор Погорелов. Физкульт, привет и до скорых встреч.